Еще одно крупное загрязнение водоема в республике. На этот раз по вине государственного унитарного предприятия ЖКХ. В поселке Черский Нижнеколымского района предприятие годами не обеспечивало нормальную работу канализационных систем. Канализационно-насосная станция и очистные сооружения, построенные еще полвека назад, находятся в аварийном состоянии. Сточные воды фактически сбрасываются без очистки прямо в водоохранную зону, откуда попадают в реку Колыма. Вторые очистные, всего на 10 лет моложе, полностью заброшены, объект разрушен и не используется. Проверка зафиксировала, что из-за бездействия ГУП качество воды в районе Чорского и микрорайона Зеленый мыс значительно ухудшилось. Превышены показатели аммония, калия, натрия, нитратов, хлоридов и поверхностно-активных веществ. Эти загрязнения опасны для людей и могут вызывать нарушение работы сердца, почек и печени. Длительное употребление такой воды особенно опасно для детей и беременных. Суд обязал ГУП ЖКХ в течение 2 лет построить и ввести в эксплуатацию новое очистное сооружение в поселке Черский. МинЖКХ Якутии также обязана включить строительство системы водоотведения в инвестиционную программу на следующий год. Но главный вопрос остается без ответа. Что делать людям, которые живут в Чорском и Зеленом мысе уже сейчас? Пока государство обещает новые очистные через 2 года, жители вынуждены ежедневно использовать опасную воду.